Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию и его встреча с президентом Асланом Бжаня вызвала настоящий фурор в грузинском обществе и очень много откликов в СМИ. Заголовки различных публикаций задаются вопросом, зачем приехал Лукашенко в Абхазию. Звучат обвинения в нарушении так называемого закона об оккупированных территориях. Грузинский сайт Civil Georgia привел подборку различных реакций на визит Лукашенко. В статье на этом ресурсе отмечено, что несмотря на то, что Беларусь не признавала пока независимости Абхазии, в июне 2022 года эта страна также не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о так называемых внутренне перемещенных лицах. И известно также, что в интервью Владимиру Соловьеву в начале этого года Лукашенко не исключил возможности признания как Абхазии, так и Южной Осетии. Как известно, белорусский лидер побывал с визитом в Абхазии 27 сентября, в день освобождения города Сухум. По имеющейся информации с президентом Бжаня они обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, текущую ситуацию на международной арене, текущие вызовы и угрозы. Сразу же после того, как в СМИ появилась новость о встрече Бжаня и Лукашенко, грузинские лидеры, политики и оппозиционеры стали заявлять свои протесты и возмущения один за другим. Вот цитата от премьер-министра Грузии Гарибашвили. «Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированный Россией регион Грузии, Абхазию и встречи с российским оккупационным режимом», написал премьер-министр Грузии в своем твиттере. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, цитата, что абсолютно недопустимо, когда лидер другой страны въезжает на территорию Грузии без согласования с властями Грузии. Конец цитаты. В Тбилиси утверждают, что приезд Лукашенко, дескать, нарушает и международное право, и их собственный закон об оккупированных территориях. Грузинская партия Лела считает, что визит Лукашенко в Абхазию может свидетельствовать о том, что в будущем Белоруссия пересмотрит свое отношение к приверженности принципу территориальной целостности Грузии, о котором ранее заявлялось, и перспективы признания со стороны Белоруссии независимости Абхазии и Южной Осетии стала более чем реальной. Эта партия, к примеру, предлагает ряд мер, которым стоит следовать правительству, среди которых отзыв грузинского посла из Беларуси, а также вынесение этого вопроса на обсуждение компетентных структур ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Хочется также отметить, что визит Александра Лукашенко в Абхазию проходил на фоне подписания в Москве соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Свои подписи под документом поставили главы МИД двух стран Инал Ардзинба и Сергей Лавров. Как сообщается на сайте МИД Абхазии, в ближайшее время будет запущен механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия. Другим резонансным событием прошлой недели стало подписание в Москве договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В текстах документов сказано, что решение принимается в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, и учитывая волеизъявление народа на референдуме, состоявшемся 27 сентября. Обсудить все эти темы мы решили с политологом Бесланом Хагба. Смотрите интервью с ним. Беслан Алексеевич, мы хотели бы обсудить с вами последние события, которые происходят вокруг нас, и в том числе и в Абхазии, в частности, визит президента Беларуси Александра Лукашенко, его встречу с президентом Абхазии Асланом Бжаня. Вот как вам кажется, какое значение вообще имела эта встреча и имеет?
Вы знаете, это визит, если так можно назвать, хотя Беларусь отказывается назвать ее это визитом, все-таки имеет это значение знаковое и знаменательное, потому что не так часто Абхазию посещают лидеры других стран, если вообще посещали после признания независимости и суверенитета Абхазии в 2008 году. Такого никогда, по-моему, не случалось. В этом смысле это, конечно, историческое событие, потому что это еще раз говорит, что интерес Российской Федерации к суверенному существованию Абхазии и Южной Осетии велик, и причем в этом отношении международное признание со стороны России, в этом отношении Россия будет работать. Но здесь надо отметить еще вот что. Когда говорят о Беларуси, вот, в плане признания Абхазии и Южной Осетии, в абхазском обществе такое повышенное ожидание. С дня вот, признания абхазского суверенитета, потому что все-таки это союзник Российской Федерации, учитывая, что в этом отношении, если союзник, значит, надо поступать как союзник. Да? Я помню выступление Дмитрия Анатольевича Медведева по отношению к Беларуси, между прочим, по отношению к Александру Лукашенко, что он дал слово, и это слово он не выполнил. Вот. Причем публично, в присутствии многих других стран, руководителей других стран. Понимаете, вот в этом отношении, что этот визит получит развитие в плане признания абхазского суверенитета и Южной Осетии, вряд ли. Потому что все-таки события так разворачиваются вокруг Абхазии, вокруг Беларуси, что геополитика так меняется, что какое место в этом отношении будет занимать вот это признание со стороны Беларуси по отношению к Абхазии и Южной Осетии, мы не знаем, потому что все-таки иногда Александр Лукашенко, надо признать, непоследовательный в этом отношении. Он может приехать в Абхазию, заявить в этом отношении одно, а потом приехать, допустим, в Грузию, как это случилось, допустим, 4 года назад, и говорит, что территориальной целостности Грузии, включая Абхазию, и причем даже и очень недоброжелательно отзываясь об Абхазии в нынешней ее ситуации. Видите, потому что, я еще раз говорю, что это некоторые называют политической игрой. И он сам говорит, что вот это условие, необходимость, как это называет, между прочим, необходимость, это слова заявления Александра Лукашенко в начале этого года, между прочим, что если возникнет необходимость, мы признаем Абхазию и Южную Осетию. А вот что такое формула необходимости, мы не знаем. По-разному толкуют, что это может быть политическая игра, может быть политический торг с Россией. Когда возникнет эта необходимость, мы не знаем. Но в любом случае, я еще раз подчеркиваю, что это визит очень знаковый, потому что вот лидер, когда другой суверенной страны своим визитом, приездом уже как бы обозначает, что может быть это какой-то отложенный ход, может быть это такая-то своеобразная разминка в будущем или в ближайшем вот, признании суверенитета Абхазии. Тем не менее, вот вы сказали, что вряд ли, наверное, стоит ждать в ближайшем времени этого признания, но, например, в Грузии очень озабочены, да, и политики, и руководство страны, и даже некоторые партии заявляют о том, что нужно бы отозвать посла, нужно бы прекратить отношения, нужно бы рассмотреть вот этот факт вот встречи двух президентов там, в каких-то компетентных органах ООН, ОБСЕ. То есть там вот эти оппозиции... Почему, если это так, как вы думаете, все-таки игра, почему там это их так беспокоит, почему они так на это реагируют? Это их беспокоит, потому что они боятся, что вот это признание получит развитие, причем со стороны бывших республик Советского Союза. Понимаете, одно дело, когда какая-то тихоокеанская страна, мы с уважением относимся к этим странам, что они признают Абхазию суверенитет, государственный суверенитет Абхазии, другое дело, когда бывшая территория, бывшая часть республика признает суверенитет Абхазии. Понимаете, это разное. Все-таки мы хотели бы, чтобы все-таки это случилось, потому что это действительно было бы событие для Абхазии. Я еще раз подчеркиваю, для Российской Федерации, между прочим, потому что она получила бы поддержку в плане политики по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Но что касается реакции Грузии, это было тоже ожидаемо, потому что когда такие события происходят, как они называют, да, вот у них такой закон действует, да, оккупированных территориях, что эти территории оккупированы Россией, без согласия Грузии эти территории ни в коем случае нельзя посещать. Понимаете, вот Грузия гордится, что они прямо заявляют, что вот это признание Абхазии со стороны многих стран не получила развития. Я помню, еще раз повторяю, его приезд вот в 2018 году, когда Александр Лукашенко приехал вот в Грузию, вот он там встречался с руководством, он это подчеркивал, что мы поддерживаем территориальную целостность, и никакого развития вот, в плане признания не будет. Потому что вот я с трепетом отношусь к Грузии, я помню вот это вот хорошие вот эти слова, отзывы о Грузии и так далее, и так далее. Но потом ситуация меняется вокруг стремительно, причем такие события происходят геополитические, что как будет выглядеть, и здесь не только Абхазия, Беларусь даже не знаем. Учитывая, что, знаете, чем отличается еще Александр Лукашенко? Его политика, которая получила название многовекторность, да, вот на двух
стульях. Вот попробовать туда вот посидеть. Не получилось, она просто получила крах. После 2020 года, когда выборы состоялись, вот эти протесты в Беларуси, вот это привело к тому, что Европейский Союз, Запад его не признает. Вот видите, то есть въезд в Европу закрыт. Вот в этом отношении есть тоже проблема. Вот видите, но все-таки я считаю, что вот и мне даже кажется, что если даже несмотря на реакцию Грузии, вряд ли на это обращает внимание, все-таки, как он говорит, вот эта необходимость должна сложиться по отношению к России. Я вам еще напомню еще такие слова Александра Лукашенко. Если вдруг мы признаем Абхазию и Южную Осетию, ущерб, который будет нанесен Беларуси, Россия должна компенсировать. Это прямые слова Александра Лукашенко. Вы знаете, как бы мы не употребили какого-то хорошего вот такие слова, не вытащили, да, вот из всего этого словаря, Александр, все-таки здесь имеет место и торг. Не надо этого бояться, политика явление очень циничное. Понятно. Кстати говоря, вот хотелось бы и о другой теме поговорить. Вот как раз аккурат в тот день, когда была встреча вот в Пицунде между двумя президентами, которые мы уже упоминали, в Москве подписали соглашение о двойном гражданстве министр иностранных дел Абхазии и России. И вот у многих возникли вообще в связи с этим, многие недопонимают вопрос о том, что ведь большинство из нас является, ну если даже не большинство, но очень многие граждане Абхазии являются гражданами России уже давно. Так вот, а что это тогда за соглашение подписывается, вот в смысле политологическом, вы можете пояснить? Вы знаете, еще даже не только политологически, если попытаться юридически объяснить, это действительно очень важное событие для Абхазии, для граждан Абхазии. Вот смотрите, что получилось. Краткая история. Когда вот пришел к власти Владимир Путин, политика по отношению к Абхазии изменилась. Выдача паспортов, предоставление гражданства. Но это все-таки происходило в рамках непризнанного государства. А что такое институт двойного гражданства? Это прежде всего, когда два государства подписывают соглашение о двойном гражданстве. После 2008 года события, то есть геополитика в отношении к Абхазии изменилась. То есть это суверенная страна, мы должны подписать договор о двойном гражданстве, дающий право, может быть, ограничено для граждан России предоставление гражданства Абхазии. Я повторяю еще раз, это действительно очень знаковое событие. Люди ждали. Я знаю многих людей, которые нет гражданства, отсюда и ущемленность в плане в социальном плане. Понимаете, своеобразная такая дискриминация в Абхазии сложилась. Часть, подавляющая, правда, имеет гражданство Российской Федерации, пользуется всеми льготами, получает пенсионное обеспечение, там зарплата, а у другой части нет. И в этом отношении вот разница, отличие вот в этом, что в результате признания в государственной среде Абхазии подписано соглашение между Российской Федерацией и Абхазией о двойном гражданстве. Но это тянулось очень долго. Были проблемы, разговоры. Есть оппоненты в абхазском обществе, надо признать, что, учитывая демографическую ситуацию, изменения, вот боязнь такая у нас ведь присутствует, да, и причем и оправданно присутствует. Вот в этом отношении были проблемы. Ну, мне очень нравится, что все это удалось преодолеть. Это действительно для нашего существования, социально-экономического развития, это очень важно. Это надо было убрать. И что это случилось, это очень важно для даже государственного суверенитета Абхазии, потому что вот много было недопонимания в плане вот, развития двусторонних интеграционных отношений между Абхазией и Российской Федерацией, и теперь этот, я думаю, что барьер преодолен. И о другом немного, другой вопрос, другая тема, это вот принятие Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Вот этот уже, в принципе, свершившийся факт. Как вам кажется, как он повлияет на ситуацию вообще в регионе, вот на развитие событий? Это действительно, это уже действительно можно говорить о геополитических таких событиях, которые затрагивают, вообще-то можно говорить, даже миропорядок. Потому что, да, Крым был присоединен в 2014 году. Мы знаем, как это все событие происходило. Но, во всяком случае, многие в мире надеялись, что это не получит развития. Даже, я помню, даже в Российской Федерации говорили, что если вдруг Украина не станет враждебной стороной, если решит вопрос Донбасса, в рамках вот украинской государственности Россия согласится. Но этого не случилось. Вот враждебность, эскалация усилилась, от этого привело к большой войне. Мы это видим, что теперь уже это не просто территориальное новое приобретение России. Это уже действительно изменение геополитики. Многие об этом и говорят. Потому что, вот посмотрите, как будет выглядеть государственность Украины, мы не знаем. Вообще не знаем, вообще сохранится ли государство Украины или нет. Если так она будет терять свои территории каждый год по 2, 3, 4 области, юг России.
Новороссия – это в основном русскоязычное население, которые всегда тянулись, между прочим, к России. А как будет выглядеть государство Украина? Вообще, какие взаимоотношения будут с Европой? Вообще с западным миром? Вот выступление в этом отношении, недавнее выступление Владимира Путина сравнивают с его мюнхенской речью. Действительно, геополитика значительно меняется. В этом отношении и по отношению к Абхазии, между прочим, нашему региону тоже могут произойти какие-то изменения в плане интеграции. Потому Например? что, например, мы говорим о союзничестве между Белоруссией, между прочим, Российской Федерацией, что там есть проблемы, но может произойти после завершения специальной военной операции, допустим, успешной для России, могут возникнуть новые интеграционные проекты. Понимаете, надо здесь почему-то одно очень важное, что все-таки в Российской Федерации в плане интеграции Абхазии между Россией есть проблемы, в плане социально-экономического развития. И в этом отношении, если вдруг такое произойдет, допустим, и Абхазия может получить шанс более интегрированно быть в Российскую Федерацию, конечно, сохраняя абхазский государственный суверенитет, о чем многие говорят и боятся. Потому что в мировой практике, в международной практике я могу привести массу примеров, когда интеграция абсолютно не мешает государственному суверенитету. Самый знаменитый пример, если вы хотите, допустим, даже не признан, между прочим. Вот возьмите пример Тайваня, который многие страны, даже не имея дипломатических отношений, они успешно развивают свои отношения. Между прочим, Тайвань, который считается одной из самых успешных в мире стран. Я мог бы привести еще и другие примеры. И в этом плане, кстати, может быть какие-то изменения в плане союзничества с Российской Федерацией с привлечением и других регионов, а может быть даже стран. Ну, я думаю, что в нашем обществе все равно есть большое количество людей, которые против даже таких интеграционных стремлений, можно сказать. Это другая тема. Я хотела бы немножко все-таки еще одну тему затронуть. Как вам кажется, в связи с российско-украинскими отношениями и тем, что происходит, возможно ли начало какого-то серьезного переговорного процесса, который завершил бы это? Как вам кажется? Вряд ли такое случится в ближайшее время. Многие об этом отмечают, потому что все-таки цель, которая была поставлена Российской Федерацией руководством, она еще не решена. Это освобождение Донбасса, первое, полностью территория Донбасса, это первое. Причем не только уже Донбасс, а получается, что новые территории, например, Запорожская область и Херсонская область, а может быть и будут другие области. Знаете, все говорят о мирном урегулировании, но некоторые лидеры вообще активность проявляют в этом отношении, например, президент Турции и другие, некоторые лидеры в мире, но все-таки все понимают, что условия еще не сложились. Все-таки пока задача не будет решена освобождение Донбасса, пока не будет решен вопрос политического руководства Украины, что она не будет враждебной по отношению к Российской Федерации, что там будут учиться интересы русскоязычного населения, что там никогда Украина не станет членом Североатлантического альянса. Вопросы, которые были поставлены, если они будут решены, я не думаю, что вооруженный конфликт в скором времени завершится. И многие в этом отношении, я думаю, что сложившуюся ситуацию понимают и стараются, но даже сам Владимир Путин в своем выступлении говорил, что цель, которую мы поставили, эта цель должна быть достигнута. Может ли это довести до какого-то ядерного противостояния, о котором тоже говорят? Вы знаете, я этому не верю. Недавно выступая, министр иностранных дел Сергей Лавров, ему задали такой же вопрос. И много сейчас говорят об ядерном и так далее. Он обратился к российскому документу, который называется «Ядерная доктрина». Она опубликована, это открытый текст, там четко выделено, в каких случаях будет применено ядерное оружие. Это когда угроза существования российского государства. Прямо так и записано. Такой угрозы пока нет. Я не верю, что это вообще произойдет, потому что многие все-таки на Западе, несмотря на агрессивность по отношению к Российской Федерации, понимают, что это уже будет такой шаг, когда не только о миропорядке политическом вообще, а существование человечества будет поставлено под угрозу. Поэтому что я думаю, что все-таки здравый смысл победит, и мир все-таки будет сохранен. Будем на это надеяться. Большое спасибо. Благодарю вас. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.